Дорогие друзья, мы сегодня будем заниматься красотой. В общем, скоро лето, и хочется, конечно же, чтобы мы были красивыми. Ну, нам хочется быть красивыми всегда, но летом особенно. И любой наряд можно дополнить интересными аксессуарами, которые может изготовить каждая из нас, если приложить какие-то усилия. Поможет нам изготовить сегодня интересное колье в национальном стиле мастер прикладного искусства Марфа Заборовская. Марфа, здравствуйте. Здравствуйте. Угу. Чем мы будем сегодня заниматься? Так, сегодня Что мы это за будем колье? делать вот такое стилизованное колье. Угу. Ага, получается из стеклянных бусин и фурнитуры. Ага. Но он делается очень быстро и легко, можно за 2 часа собрать его самому. Ничего себе, за 2 часа? Да, можно. Какая красота! Это получается колье по мотивам косоплеток. Ага, у нас в Якутии очень популярны вот такие косоплетки на волосы. Их вплетают в волосы, и они своим шумом и звоном защищают свою обладательницу. Ага. Защищают от кого? От злых духов, ага, от сглаза. Угу. Получается, для тех, у кого нету шикарных длинных волос, можно носить вот такие колье, и они тоже немножко звенят и будут вас защищать. Угу. Так. Ой, как здорово! Для этого нам понадобится вот такая проволока. Это проволока с памятью, называется мемори проволока, основа для колье. Бывает еще для браслетов, она поуже диаметром. Ага. Так, также бусины. Бусины я использую стеклянные, потому что они не теряют свой цвет и дольше сохраняют свою красоту. Некоторые берут пластиковые, они легкие, но зато у них краска быстро отходит, так что лучше брать стеклянные. Также нам понадобятся инструменты. У меня кусачки, круглогубцы и плоскогубцы. Ага. Также фурнитура, это у меня штифты, вот такие монетки и такие якутские детальки. Ага, у нас они продаются. Начинаем собирать наше колье. Для начала я вдела в штифт вот такую монетку и по очереди нанизываю наши бусинки. Ага. Тут получается... То есть начинается с этих висюлек, да? Да, с висюлек начинаем. А представляете, в древности вместо этих монеток были реально монетки, да? Да. Реально монетки, или же какие-то знаки там, я не знаю, торговые или какие, да, западноевропейские. Каким чудом они попали к нам, это вообще история. Но в музее, когда наблюдаешь за всем этим, просто удивляешься, даешься диву, думаешь, вот это да. Там Карл, не знаю, там 12-й какой-нибудь, да? Да. Его какие-то там, не монетки даже, а какие-то знаки, в общем, для чего они были придуманы, для чего использовались, я точно не могу сказать. Но это интересно очень. Если в музей пойти, можно поинтересоваться, посмотреть, и это удивительно. А сегодня это обычные монетки, которые, в виде монеток, такие бляшечки, да? Да, которые можно купить в магазине. Угу. У нас в маркетах продаются тоже. Вот такие детальки. Все хорошо, все доступно. Это вы как бы на такую булавочку, такую большую, длинную, вы да, все это у нас нанизываете? штифт. Или пин его называют по-другому. Ага, они бывают разной высоты, длины. У меня тут, например, на 5 сантиметров, потому что они у меня, видите, длинненькие, да. Ага. Можно под свою длину покупать. Еще бывают Ой, еще как длиннее. опасно. Они же острые, а как потом? Ага, сейчас я вам покажу. Вот я нанизываю бусинки. Бусины я использую разных размеров, чтобы вот эти детали у меня смотрелись интереснее. Если бы здесь все было в одном размере, да, и фактуре там только жемчуг, без вкрапления других форм, вот этих граненых бусин, то это смотрелось бы немножко скучно.
Поэтому я обычно вот эти бусинки миксую, чтобы было интересней. Фактуры разные, Да. размеры Ага. разные. И за счет этого, ну, в общем, вот такая вот игра и какая-то динамика, да? Все, я изделия? вот. А, вы уже закончили. Ага, То одну есть- нанизала, Мгм. и теперь мне надо вот эту висюльку прикрепить к моей детали. Для этого мне надо с помощью круглогубцев сделать здесь колечко. Немножко отгибаю и с помощью круглогубцев кручу свою проволоку вот эту. До конца не закручиваю. Мгм. Теперь беру детальку, вставляю сюда Мгм. и с помощью плоскогубцев прижимаю. Прижимаю легонько, чтобы у меня вот это колечко сошлось, но не сплюснулось. Ага. Мгм. Видите, если у меня тут хороший такой колечко останется, у меня деталька двигается. А если я совсем ее сплюсну, она будет стоять колом. Всё? И будет некрасиво. Да, А да. наша задача, чтобы это все вот так вот бренчало, туда-сюда двигалось и, в общем, создавало вот звон, Да, абсолютно такой верно. легкий, красивый перезвон. И да, Все, вторую чтобы тоже было так же слышно, что вот делаю. идет красавица, Мгм. да? Так. Также собираю. Вообще у меня дочка Мгм. в 8 классе учится. Она сама вот такие вот собирает тоже. Ага. А, то есть вы ее научили? Да. Так что дети, девочки, подростки тоже могут таким Заниматься, да. Ага. То есть эта работа, она такая, ну, нельзя сказать, что монотонная, но она требует все-таки внимания, Мгм. да, сосредоточенности, да? И аккуратность. Мгм. А если вот человек, допустим, болен чем-то, ну, имеется в виду, вот переживает какие-то там, не знаю, проблемы или очень стрессовая какая-то работа, Мгм. вы бы порекомендовали заниматься такими вещами вот, Да. людям таким? Вот Которые испытывают всё время Работа, тревогу. с бисером, вот, с такими мелкими деталями, она успокаивает. Прям сидишь, набираешь и Ни о чем не да, думаешь, ага, получается, отключаешься. созидаешь. Мгм. И получается, Красоту, ага, получаешь на выходе красоту, Мгм. сделанную своими руками, и это как бы дает чувство удовлетворения. Это здорово. Мгм. Даже ради этого можно попробовать, ну пусть даже без претензий там на какой-то, я не знаю, ну создание действительно такого прям красивого, как вот чего-то Ага. там, да, а просто вот пособирать что-то, там, значит, закреплять, там, как-то вот пробовать фактуры такие, другие, в общем, да, Да. их ага. сочетаемость там. Можно же это все потом разобрать, Мгм. в принципе, и пересобрать. Да. То есть это тоже дело такой вот, ну не то что насмотренности, а именно вот практического такого перебора, Мгм. да? Мгм. Вот эти детали можно как угодно собирать, Мгм. пересобирать. Можно вообще отсюда снять вот эту часть, да, например, вот Мгм. эту, пришить на резинку, и будет такой накосник. Мгм. Ага, для волос. Для волос. Ага. А тут у нас колье, да? То есть можно, для косы. Мгм. Мгм. Можно как трансформер сделать. Сюда на колечко поставить, и можно будет сделать так, чтобы можно было снимать Мгм. и прикреплять, например, к резинке для волос. Мгм. Ой, это очень красиво. Вообще, работа со штифтами и вот такими инструментами, она дает простор уже творчеству. С такими инструментами все делается быстро, Мгм. и легко. Надо просто научиться. Мгм. Также у меня есть То есть мастер-класс Мгм. по архаичному бастуна, который мы делали Да, да. в том сюжете. И скоро у меня выйдет бесплатный мастер-класс, он на площадках просто выйдет вот по такому стилизованному ковре. Мгм. Каждый может собрать, это вообще делается за 1 час. Мгм. Тоже очень простое и Очень также, эффектное. да, с такими инструментами. Можно камни подобрать под свой знак зодиака, там, под свои предпочтения и Мгм. сделать такой. Или просто из каких-то бусин собрать. Да, да. Это очень эффектно, красиво, согласитесь? Так я очень люблю учить людей. Мгм. Первые свои мастер-классы начала проводить еще в 2015 году.
Это получается у меня уже вот 10 лет с первых мастер-классов. С каждым годом вот опыта больше набираешься и уже знаешь, как и чему научить. Ну, то есть у вас автоматом уже вот просто руки сами, да? Но мне кажется, чтобы развить вкус какой-то, да, стоит начать все-таки, да, ну как-то себя заставить, побороться со своей ленью, перебороть ее и, ну, начать, и можно изготавливать такие изделия, ну просто не только для себя, но и, может быть, радуя там своих друзей, подружек каких-то там, родных, может быть, да. И, кстати говоря, можно ведь это еще и монетизировать, наверное, да, как-то? Да, ага. У меня приходят очень много людей. Некоторые девушки приходят, студентки совсем, которые вот прям, как подработку, чтобы на заказ немножко поделать перед праздниками. Так. Приходят. Некоторые приходят сделать для себя, для внучек порадовать, подружкам сделать. И приходят еще женщины, которые вот предпенсионного возраста, ищут занятия, когда вот чем могут себя занять, когда выйдут на пенсию. Ну, это про меня, наверное, история. Я вот тоже думаю, заняться вот чем-то подобным, да, и сидеть вот собирать. И да, вы правильно сказали, надо просто начать, и там уже дело пойдет. Пойдет, да. Сейчас очень много мастер-классов, даже в интернете, если покопаться, то уже находишь что-то для себя. А вот когда я начинала только шить, это было в 2009 году, я шила свои первые рукавицы, я шила рукавицы. Тогда не было мастер-классов. Я зашла в один магазин, увидела шикарные рукавицы, прям так они красиво были сделаны. Золотистым и серебристым бисером они так его хорошо сочетали, что это смотрелось очень красиво. И мне захотелось такие. Я купила такой же бисер и шила такие рукавицы сама. Но, конечно же, они у меня получились не как на образце, потому что я не знала технику, у меня не было выкройки хорошей, я сама ее сделала. Но получилось. Со временем, да, с опытом у меня уже начало получаться. И вот я 40-я пара уже пошла на ура, да? Смотрю на своих учениц, которые ко мне приходят, и у них первые рукавицы намного лучше получаются, чем мои первые рукавицы, потому что они сразу на мастер-класс пришли, где есть человек с опытом и который хорошей подскажет, выкройкой, да, все им расскажет всю технологию, да, как это изготавливается. И у них 100% все получилось. Обычно я люблю такую симметрию, чтобы у меня узоры и орнаменты повторялись. А можно, наверное, попробовать в разнобой, да? Да, в разнобой. Можно в разнобой. Наверное, тоже что-то должно получиться такое интересное. Можно, да. Асимметрия же сейчас тоже вот в тренде у нас. Можно такое асимметричное. Ну, то есть сделать. такое модное что-то сделать. Одну подлиннее сделать, вторую поменьше, там с подвеской сделать. Так тоже можно сделать. Но обычно асимметрия, она требует большего времени, так как у нас вот все равно время ограниченное. Поэтому я повторяю то, что сделала. Вторая вот подвеска у нас уже почти готова. Ой, красиво. Осталось сделать здесь серединку. Скажите, а вот насколько дорого вообще вот это производство? Например, вот эти бусы, вот эти вот детальки для якутских украшений. Насколько это все дорого? Вот эти вот монетки, вот эти? Ну, монетки у нас, например, продаются пачками по 10 штук. Стоят они, эти 10 штук, от 70 до 100 рублей примерно. Смотря от того, где покупать. Бусинки тоже в низках, они у нас продаются. Там одна низка 120 рублей, 115 рублей. Вот примерно так. Стеклянные вот эти граненые бусины тоже по 100 рублей примерно. И получается на каждое изделие нам вот разных размеров и разных видов по несколько штук надо. Не только одну. Но
Я как-то уже привыкла покупать по нашим Но вы, наверное, в ценам. каких-то промышленных объемах все это закупаете. А где-то, например, на маркетплейсах что-то вы берете? Нет, я люблю посмотреть. Я вот прихожу в магазин, выбрала одну миску жемчуга и хожу с ней по магазину, подбираю, прям смотрю, к этому приложу, потом к другому приложу, и таким образом себе корзинку формирую. И вот это даже экологично, не покупается лишнее. А на фотографии ты не сможешь, да, как-то, потому что фотография, ну, все-таки не передаст она всего, что вот дневной свет, там какой-то там свет, да. Я тоже, кстати, очень люблю, когда вот потрогать, чтобы можно было возможность вот примерить, как-то прикинуть, как-то подумать, а не вот так вот сидя, так как-то где-то в голове у себя, да, прикинуть, подойдет, не подойдет. Это самое лучшее. Ага, теперь мы взялись за проволочку. Да, теперь мы уже взялись. А она какая-то толстенькая, одинарная. Мне показалось, что она какая-то... она такая тоненькая. Нет, но все-таки, да, миллиметр, наверное, да, где-то диаметром. Я думала несколько. Вот видите, у меня зрение какое. Нет, не очень тут хорошее. просто у меня два. У вас... Это вот, чтобы показать, какая она. И на вторую я уже нанизываю. Тут я сделала с помощью круглогубцев колечко, чтобы у меня бусинки не выпали, да, и потом мы уже здесь будем прикреплять, и просто нанизываю. Нанизываю такую длину, которую мне нужна. То есть вот бусинка, у вас одна бусинка, а потом она... чередуется с биконусами. Биконусы это как ромбики, да? Вот тут они у меня, например, можно здесь посмотреть, они как ромбики идут. Вот тут я использовала на 4 миллиметра, они тоже по размерам отличаются, это у нас на 4 миллиметра биконусы. Тут получается у меня жемчуг идет спереди на 8 миллиметров, потом биконус, 8 миллиметров биконус, потом у меня пойдут жемчужные бусинки маленькие. на 4 миллиметра. Да. Так я использовала в висюльках еще жемчуг на 6 миллиметров. По-разному можно миксовать, подбирать. Можно То есть все зависит от вашего вкуса. Да, исходить из того, что у вас, например, уже есть. Какие бусинки есть. Лишнее много не покупать. Так тоже можно сделать. И просто на него набираем. Получается, как иголочка сама. Вдеваем бусинки, сколько надо, и формируем нашу основу для колье. Мне кажется, вот нужно, когда ты приступаешь к такого рода изделиям, нужно просто как-то спланировать, да? Да. Мы же знаем в году, какие у нас праздники, что там предстоит. У кого-то, может быть, значимый год будет, да, там, допустим, годовщина какая-то свадебная, там, дата, что-то там, не знаю, или там юбилей там у мамы, там, или там у папы, или какая-то интересная дата у детей, да, например. Вот. То есть в этом году и можно уже заранее как-то подумать, если вы захотите вообще окунуться во все это, вот, да, что-то изготавливать своими руками, можно, мне кажется, создать план, да? Да. Допустим, вот на юбилей вот давайте-ка я что-то сделаю из... Ну, допустим, вот из жемчуга, из жемчужных бусинок, да? Да. То есть я куплю вот это все и потихонечку, не прям вот накануне, вот завтра там дата, и я, ой, что бы такое сделать, да, а вот, ну, как-то вот заранее лучше подготавливаться. Вот, мне например, кажется, тогда... после Нового года у меня уже начинается подготовка к нашему главному празднику, к Зеху. После Нового года? Да. Праздник, напоминаю, мы празднуем в июне, в начале июня. Я уже начинаю там официально праздник 21 июня. Новые дизайны сумок. Вот у меня, например, шьется новый дизайн сумочки с фермуаром. Сначала покупается фермуар. Это вот такая ручка. Потом вот вышила, соединила, добавила висюльки. И в конечном итоге у меня получается такая сумка.
Его я разрабатываю в 2-3 цветах, чтобы каждый под свой наряд можно было подобрать. И к нему я сделаю еще украшения стилизованные. Ну вот смотрите, вот это вот белый цвет, да, подойдет же ко всему абсолютно. Это ахромат, да, цвет белый, серый, еще какой там черный, да, у нас. Но черный все-таки... Ага, я обычно, когда фурнитуру подбираю, можно на черном цвете, черный фон выбрать, да, вот как на первой страничке. Да. Очень красиво. Ага, я под украшения подбираю. Вот этот, например, под серебряные украшения. Да. А вот это под латунные. Под бронзу, под латунь. Сейчас же у нас очень модно в Якутии вот такие тоже. Под украшения и под одежду тоже, чтобы они были более такие нейтральные. И было больше вариантов сочетать с разной одеждой. Ага. Да. Цвета совсем разные, смотрятся, ну, тоже совсем по-разному. Настрой какой-то очень-очень разный. Белый, ты прям сразу думаешь, наверное, невеста. Да. Как-то вот сразу. С белым холодаем. Вот черная такая, она более вечерняя, да? Торжественная. Да. Это уже, наверное, дама там постарше как-то, может, надеть, мама, например. Вот. Потом девушки ко мне на мастер-класс тоже уже заранее приходят, продумывают свои наряды, там сумочки. Косоплетки мы тоже делаем на мастер-классах. Под разные цвета, чтобы они тоже под свой цветотип, под свой наряд они могли подобрать. А так вот вы занялись таким творчеством когда? Я занялась в 2009 году. Это мне было 21 год. То есть вы в детстве этим не увлекались? У меня мама занималась шитьем, я ей помогала. Ну, помогала шить, что-то, когда она шила для меня, все это сметывала. Мы сидели с ней вечерами с чаечком, шили вместе. И вот к рукоделию я с детства все равно, как это сказать... Ну, приучены были. Приучена, да. К рукоделию я с детства приучена. И вот, когда я ушла в декрет со старшей дочерью, вот тогда я начала вот шить и вышивать. Мне кажется, это очень важно, да, сегодня, потому что наши дети, они же занимаются только, ну, как бы, что они вот перелистывают там телефон этот свой, да, вот. А рукоделие, оно же и сближает, да, вот. Да, и сближает, и как-то делает... Развивают мелкую моторику. И развивает. Это работа мозга, это все взаимосвязано. То есть это очень важно. Да, это очень важно заниматься именно вот со своими детками, с девочками такого рода вот деятельностью. А к вам приходят на мастер-классы, допустим, мамы с детьми? Да, приходят. Девушки, которые вот сидят в декрете, они приходят, тоже занимаются, ну, занимают себя, ну и показывают своим детям пример. Они прям приходят сюда с детьми, дети на диванчике сидят, там им бусинки тоже свои приносят, и они вместе там сидят. И плетут что-то. Да. Ну, мама учится на мастер-классе, а ребенок с мамой сидит, тоже занимается своим делом. С раскрасками там может прийти, тоже посидеть. А примерно вот с какого возраста девочек можно посадить вот за такие занятия? Начальная школа может? Я работала в школе, и у меня был кружок по бисеру. Там у меня дети занимались с 3 класса. С 3 класса они уже прям делали и браслетики, и фенечки, и все у них хорошо получалось. Так что, думаю, даже с 1 класса можно детей уже приучать. И они прям ходили с удовольствием. Все, я набрала основу для колье. Я обычно отрезаю вот эту проволоку немножко с запасом, чтобы потом уже по длине отрегулировать. Советую примерять на себе, вот так вот смотреть. Вот так нормально сидит. Теперь мне надо это отрезать лишнее с помощью кусачек. Беру кусачки и вот таким вот образом отрезаю. Проволока с памятью, она немножко такая крепкая. Отрезала, оставила где-то 8 миллиметров для того, чтобы сформировать вот это колечко. Немножко отгибаю плоскогубцами
И круглогубцами делаю такое же колечко, как на той стороне. Все. Сделала колечко. Вот такое. Теперь уже на штифты я подвешу их бусинками. Вот так вот у меня будет. Также беру штифт. Ага, теперь он у меня такой без монетки. Немножко отогнула колечко, вставила детальку мою, плоскогубцами пережимаю, набираю бусинки. Тут можно уже дизайн немножко изменить. Так, набрала. Вот так. Также лишнее отрезаю. Делаю колечко. И вставляю в мою основу для колье. И потом зажимаете. И просто зажимаю, да. Все, вот так вот у меня получилось. Ух ты. Одна часть уже подвешена. Осталось подвесить вторую часть. У детей сейчас еще вот эти брелочки, подвески на телефоны, на сумочки очень популярные же. У меня старшая дочь таким занимается. То есть у нас, да, у нас в Якутии, в общем, формируются вот такие свои вот направления модные, да? Да. И висюльки вот именно в национальном стиле, да, вот это вот? Да, с деталями вот этих вот национальных стилей она делает, но иногда миксует с натуральными камнями. Ага. Подружкам дарит на 8 марта. А сколько лет девочке? 14. Подростки, да? Ага. Здорово. Это очень классно. Младшая пока только интересуется, но еще не... Ну и таким образом вот у молодежи развивается вкус, да? Ну, главное не заставлять дождаться, пока они сами захотят вот этим заниматься. Я покупаю по чуть-чуть такие наборчики там для творчества, смотрю, что им нравится. Младшая пока еще не нашла себя, старшая вот в этом направлении сама уже закупает себе материалы и творит. То есть она уже знает, что ей нужно. Все? О, какая красота! Посмотрите, друзья, как получилось красиво, изящно, здорово. Вкручиваем. И вот так вот у нас получилось. Они абсолютно одинаковые. Вот, друзья. Ага. Можно делать в разных цветах, например, под свой наряд даже какой-нибудь определенный. Ой, как красиво. Прям, знаете, вот, ну, очень... И они так приятно так бренчат, звенят, эти подвески. Очень красиво. Ну что, друзья дорогие, будем пробовать?